Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И снова соцсети гудят о закрытии доступа в YouTube и VPN. Мы не знаем, правда это или очередные фейки. Просто прошу всех, кто намерен и дальше помогать бездомным, перейти по ссылкам и подписаться на наши аккаунты. Это Дзен, Телеграм, Рутуб и Ярус. Пожалуйста, не откладывайте. Друзья, пока еще летают самолеты, давайте спасем вот этих несчастных кошек. Они приговорены хозяевами на усыпление. Их просто принесли в клинику и попросили усыпить. Просто безоговорочно усыпить и точка. Давайте их спасем. Посмотрите, какие они красивые. Им дали отсрочку несколько дней. Если мы сможем, если у нас есть желание, если кто-то их приютит в Москве, то давайте их спасем, пока летают еще самолеты. Последний месяц. Потом не будет возможности вывести кого-то из животных. И еще бедолаги из той злополучной квартиры, где хозяйская собака ненавидит кошек, она их просто разрывает. Мы забрали оттуда двух кошек, показывали вам их прилет. Но там ежедневно рискуют жизнями еще 4 кошки. Друзья, давайте спасем их, ведь они будут разорваны, так же, как предыдущие. Друзья, многие волонтеры кричат о помощи. Уже есть те, кто прекращает спасение, потому что нечем кормить, нечем оплачивать передержки. Помощь сократилась в разы. Мы тоже тонем в долгах. Ситуация ухудшается с каждым днем. Получается, зря спасали, зря вывозили и зря лечили. Я кричу, я прошу о помощи. У нас 230 спасенных от гибели. И они с надеждой смотрят в глаза и ждут от человека только доброе. Мы подарили им шанс на жизнь. Неужели отправим их в приюты, где тоже жизнь их будет недолгой? Власти хотят принять закон об эвтаназии. Протесты общества слабые, большинство заняты своим выживанием. Но кто за них заступится? Кто поможет, если не мы? Или мы выпустим на улицу, на голодные скитания, по помойкам.
где живодеры ищут себе жертвы и где нет безопасности. Друзья, месяц март закончился большим минусом, а ведь еще не начался дачный сезон. Что же будет дальше? Кричу и прошу вашей помощи. Друзья, мы погибаем. Пожалуйста, помогайте, не оставляйте тех, за кого мы уже подписались, кого мы уже спасли. Особенно тяжелая ситуация на передержке номер 1, где Наташа в одиночку содержит 120 спасенных ею хвостиков. Вы помните, сколько она спасла за прошлый год, взяв на себя порядка 120 собак из Краснодара, несколько из Якутска и местного отлова, взяв без малейшей поддержки от кого-либо. У нее нет соцсетей, она не ведет сборы, ей неоткуда брать деньги даже на корм. Она еле выживала зиму. Да, она переоценила свои возможности, взяв на себя 50 кубанских еще мелких собачек. Итого 120 собак, только задумайтесь. И их надо дважды в день накормить. Она не рассчитывала, что даже мелких собачек сейчас не пристроишь. Мы все, народ, тогда осенью повосхищались ее героизмом, ее смелостью, ее жертвенностью, когда она забрала с Кубани 50 собачек. Народ поаплодировал. «Молодец, Наташа», — сказали мы все. Вот и все. И забыли про нее, про этих собак. А как они выживали, чем питались целую зиму. И начались у Наташи черные дни. Днем она служит собакам, а ночью работает за копейки, чтобы купить себе еды. Стоит вопрос о выпуске ее собак на волю. Она тянула их до последнего, как могла, беря корм в долг, и ежемесячно долг увеличивался. Нести ответственность за них значит кормить, а поставщик больше не привезет за неуплату долга. На неделе отключают свет за неуплату. Водонагреватель сломан. Купить новый не на что. Ледяной водой не отмыть весь ужас. И никто не поможет. Неоткуда ждать помощи и поддержки этому сердобольному человеку. Всем, кто переживает за Робина, скажу, он на индивидуальной передержке, живет в квартире. На общую Робину пока нельзя, чтобы не пораниться. Наступает уже на лапу, нужно много гулять на поводке, чтобы мышцы окрепли. Очень хочется, чтобы Робин поехал в семью. Он замечательный, спокойный, чистоплотный, со всеми в мире. Ищем ему семью. Друзья, я не знаю, какие слова сказать, такого отчаянного положения я не помню. Даже наши больные собаки, наши инвалиды остались без помощи. Нечем оплатить передержки, не на что закупить корм. Сделана еще одна срочная операция в долг. Проведена еще химия с винкристином, также в долг. Я кричу о помощи. Услышьте меня, пожалуйста. У меня отчаянное положение. Что с ними делать? Как выживать?